МВД Казахстана уточнило, кого коснутся новые правила въезда. Уголовное дело активистов и политиков по Кемпирабаду засекретили. Новый глава МВД Украины стал глава нацполиции. Количество жертв сильных холодов в Афганистане возросло до 70 человек. Новые миграционные правила, ограничивающие пребывание иностранцев в Казахстане 90 сутками в течение 180 дней, коснутся только тех иностранных граждан, которые въехали в страну после 27 января. Об этом агентство РИА Новости сообщил начальник управления внешней миграции Комитета миграционной службы МВД Аскар Аландангаров. Правило не распространяется на тех, кто приехал в страну по визе или находится там на основании разрешения на временное проживание, уточнил чиновник. Он рассказал, что обновление миграционного порядка – это не ужесточение, а приведение законодательства Казахстана в соответствии с международными нормами. Во всех странах 90 дней можно просто находиться, а потом уже должно быть оформление документов, виза и прочее, отметил Алдангаров. В Казахстане с 27 января вступят в силу обновленные миграционные правила. Граждане ЕАЭС могут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней. Остальные иностранцы – не более 30 суток, но также максимум 90 дней за полгода. В прежней редакции правил не было ограничений, касающихся 180-дневного периода. Таким образом, иностранцы теряют возможность многократно обновлять сроки пребывания, выезжая на короткое время за пределы страны и возвращаясь вновь. Уголовное дело активистов и политиков в Кыргызстане, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти, засекретили. Об этом 24.кг сообщила адвокат Гуляна Убалиева. По ее словам, о том, что на материалы наложен гриф секретности, следователи сообщили защитникам вчера. В этом случае стороне защиты не будут выдавать копии материалов дела. Сказали, что целое уголовное дело засекретили. Но копию постановления о засекречивании дела адвокатам еще не выдали. Сказали только устно. Должны выдать документы об этом, сказала Гуляна Убалиева. 22 октября прошлого года был создан комитет поддержки Кемпирабадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству Кабар президент Садыр Жапаров заявил, в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпирабаду. С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них 3 находятся под домашним арестом, 24 человека в СИЗО. Правительство Украины назначило главу нацполиции Игоря Клименко временно исполняющим обязанности министра внутренних дел. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он добавил, что после обсуждения с парламентом будет определена кандидатура нового руководителя ведомства. Предыдущий глава МВД Украины Денис Монастырский погиб при крушении вертолета в Броварах. Вместе с ним на борту вертолета были его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Чиновники летели на вертолете Еврокоптер АС-332 «Супер Пума», который был передан Украине Францией. Он упал на детский сад. По уточненным данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, число жертв катастрофы составляет 14 человек, включая экипаж вертолета и одного ребенка. 25 человек пострадали, среди них 11 детей. СБУ в числе вероятных причин аварии называла нарушение правил полета, техническую неисправность и умышленное действие. По словам очевидцев, перед падением вертолет совершил несколько кругов над городом на небольшой высоте. По данным Министерства по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана, количество погибших в стране из-за сильных холодов и снегопадов возросло до 70 человек. Об этом 18 января сообщает телеканал Толо Ньюс. По предварительным данным, из-за снегопада и холодов провинций Бадгиз, Газни, Нимруз, гор Пактика, Герат, Кандагар и Фария погибло 70 человек. Также погибло не менее 70 тысяч голов скота в Бадгисе, Сарипуле, Джаузджане и Фариябе, сказал Мулла Абдулла Мухаммади, глава оперативного центра по чрезвычайным ситуациям вышеназванного министерства.
Жители разных областей Афганистана сообщают, что морозы этой зимой беспрецеденты. Они считают, что основными причинами роста числа жертв в холодное время года стали бедность и безработица.